Площадь 1 мая. В этот день возле памятника поэту-герою традиционно многолюдно. Букеты, охапки роз и простые гвоздики. От поклонников творчества и благодарных потомков. Со дня рождения Мусы Джалиля сегодня 115 лет. Почтить память сына татарского народа пришли президент Рустам Минниханов, государственный советник Митимир Шаймиев, руководитель аппарата президента Азгат Сафаров, мэр Ильсур Медшин. Президент общается с писателями, депутатами, общественниками. Герой страны. Так он говорит о Джалиле. Герой не только наш, и вообще в целом. Герой Советского Союза. Его очень почитаешь. У подножия памятника сегодня и дети, и взрослые. На торжественном митинге деятели культуры, учителя и те, кто вырос на его стихах. Каждый год сюда приезжает дочь поэта. Прожил он всего 38, а мы уже отмечаем его бессмертные десятилетия. Но я так рада, что я с вами в Казани, и я этот день всегда очень переживаю и люблю, и всегда моя нить связывает меня с моим отцом. Джалиль кто это? Это сталь. Это настоящая сталь поэзии и жизни. Он своей душой, своей защищал родину. Если пуля достанется, то тогда не до встреч. Ну а песня останется. Постарайся сберечь. Жырларым сез шытып йөрәгемдә, ил кырында шәшәк атыгыз. Ашкынулы йөрәк җырын җырлап, гөрләүкләр акты урамда. Ночь нас одарила первым теплым ливнем. Он унес последний холод с мраком зимним. Строки из стихотворений Мусы Джалиля знакомы каждому. В них все тяготы войны. Во время ожесточенных боев на Волховском фронте он попадает в плен, но не сдается. Написанное Джалилем в берлинской тюрьме удалось сохранить только чудом. Оригинал моабитских тетрадей в Нацмузее Республики. Лишь раз в год и именно в этот день подлинники выносят из фонда музея 2 блокнота и 93 стихотворения. Были, честно говоря, слезы на глазах, когда я выносили моабитские тетради для нашей семьи. Для нас это всегда очень волнительные, огромные душевные переживания. Я всегда чувствую какое-то такое приятное чувство и гордость за своего прадеда. 115-летие Мусы Джалиля отмечают и в городах России. Вспоминали поэта и читали его стихи на торжественном митинге у бронзового памятника герою в Москве. Именно отсюда Джалиль ушел на фронт в 1942 году. Чтят память поэта и за пределами страны. Слова благодарности и его стихи сегодня прозвучали на казахском языке. Ежегодно в честь Джалиля здесь проходят выставки, чтения, вечера. Даже говоря о нем сейчас, и то слезы наворачиваются. Понимаете? О нем тяжело просто так спокойно говорить. Умирая, не умрет герой. Мужество останется в веках. Мусу Джалиля читают, знают и помнят. Память о нем навсегда не только в самом сердце Казани, но и в сердцах миллионов людей. Вероника Гайнудинова, Дина Газалиева, Рамзиль Гарипов, Дмитрий Шилов. ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.